музее города Якутска работает выставка, посвященная 200-летию Якутской городской думы, выражая волю и интересы горожан. Очень интересно действительно посмотреть историю города Якутска, как город Якутск у нас становился. Мы знаем, что город Якутск, он в то время был совсем не благоустроенный, но тем не менее люди собирались, люди хотели жить лучше. Вы знаете, у нас даже вот брусчатка была, да, люди строили из кругляка, значит, из этих плашек дороги, благоустраивали свою жизнь. Строительство первой электростанции, первого, значит, училища. Здесь, на самом деле, очень много очень знаменательных дат и знаменательных событий для города Якутска. Я думаю, что горожанам будет интересно. Отправной точкой создания городской думы в городе Якутске принято считать 1822 год. Закон же, который закрепил за городами право самоуправления, был издан еще в 1785 году и назывался «Грамота на права и выгоды городам Российской империи». Издала его российская императрица Екатерина II, дав городам таким образом юридические права. В 1785 году Екатерина II издает закон, который в народе называется «Жалованная грамота городам». На самом деле ее полное название – это «Грамота на права и выгоды городам Российской империи». Вот, по этому закону, постановлению были закреплены за городами права самоуправления. То есть она постаралась ввести порядок в городском самоуправлении. Вот. Она дала городам юридические права, определила статус городского самоуправления. Что такое городское население? Тоже в этой грамоте было прямо четко расписано, кто относится к горожанам. И по этой грамоте городская дума состояла из двух частей. Общая дума, то есть представительное собрание всего городского населения. И вот это представительное собрание выбирало еще шестиклассную думу. 6 человек, которые представляли 6 городских разрядов. До Якутской городской думы в Якутске были органы самоуправления, например, прообразом, выяснил известный историк Пантелеймон Пантелеймонович Петров, прообразом Якутской городской думы была Якутская городская ратуша. Она существовала задолго до 1822 года. Ратуша, судя по карте 1770 года, располагалась недалеко от Троицкого кафедрального собора и воеводской канцелярии на месте административного центра города. Ратуша продолжала действовать до середины XIX века. Одним из главных проектов ратуши города Якутска стало строительство на территории современной площади Ленина Гостиного двора. Это один из первых крупных проектов самоуправления города Якутска. В 1856 году Главное управление Восточной Сибири, которое находилось в Иркутске, предписало областному собранию Якутской области упразднить ратушу и учредить городскую думу. В 1822 году вышли законы Александра I по предложению видного государственного деятеля, тогда управляющего Сибирью Михаила Михайловича Спиранского. Он до этого 3 года проводил ревизию всей Сибири, специальная комиссия была создана. И он внес предложение царю по управлению Сибирью. Были изданы законы, и по этим законам был принят Якутск как город средней величины. И с этого времени, 1722 года, считается датой возникновения Якутской городской думы. И прошли выборы. Первые выборы в Якутскую городскую думу были проведены по инициативе купца первой гильдии Колесова. Выборы были сословными, в них имели право участвовать представители казачества, купечества, духовенства, дворянства, мещан, ремесленников.
Право голоса имели люди определенного благосостояния, которые платили налог в городскую казну. На общем собрании разных сословий, естественно, сословия были из состоятельного населения города Якутска, были выбраны гласные. Депутаты тогда назывались гласными. Эти гласные выбрали городского голову. И вот с этого времени уже вот такая идет четкая история Якутской городской думы. Когда, в какие годы был, кто городской головой, кто был депутатом. Это уже вот в Национальном архиве, например, нашем можно найти информацию. Гласными выбирались очень известные люди. Например, Астраханцев Федор Васильевич, певец, меценат, который внес в развитие города Якутска огромные деньги. Огромные. Он жертвовал, во-первых, церкви, ну, тут почти все, да, вот. Тогда вот было принято жертвовать. Кроме этого, он еще пожертвовал городу Якутску 1 300 000 рублей на учреждение школ и больниц. Он, кроме того, что был гласным, он избирался городским головой. Павел Андреевич Юшманов сначала был гласным, потом неоднократно избирался головой. Вот из тех известных людей, имена которых вот сейчас современные люди знают. Вот чем занималась Якутская городская дума? Водоснабжение, хотя Якутск стоял, стоит на большой реке, от воды совершенно близко, проблема водоснабжения была большая. Подъехать на лошади в глубину невозможно. То есть мы берем воду вот в более мелком месте. Зимой было проще, заготавливали лед, обеспечивали лед люди самостоятельно. Вот этим управляла городская дума. Состояние городской пристани тоже было в ведении городской думы. Городская дума – это собрание депутатов. Вот. Они собираются, решают вопросы, как собрать деньги, собранные деньги, на что направить. Вот. И был еще исполнительный орган у городской думы, городская управа, которая получала зарплату. Там 2-3 человека сидят, городской, допустим, голова, там секретарь его, еще кто-то был при них, староста или кто вот. Они на зарплате сидели, которые с городской казны им платили. И вот они исполняли решение этого городского собрания, городской думы. В Якутске в начале 20 века существовали 3 детских приюта, и их содержание также было в ведении думы. Один из них, Ольгинский, был примечателен тем, что не только содержал детей, но еще и обучал разным ремеслам. Якутск был городом полностью деревянным. Постоянные пожары. Это тоже город. Вот. Содержание городской пожарной команды. Это тоже на ведении городской думы было. Потом содержание базаров. Вот, гостиного двора, о котором я говорила, да, каменного, малого базара, который вот рядом тут стоял. Потом эти вот этапы же ссыльных огромные, постоянно, вот тоже это все головная боль городской думы. Постройка крупных учреждений, как областная библиотека, вот, здание которой до сих пор сохранилось. Этим тоже занималась городская дума. Постройка электрической станции. В 1914 году была в Якутске построена первая электрическая станция. Горожане очень активные. Выдвигали, вот, допустим, вот Алексей Алексеевич Семенов, очень активный, яркий человек, известный тем, что он в годы гражданской войны выпустил деньги на обороте винных этикетах. Вот, очень предприимчивый человек, передовой, переписывался с Толстым Львом Николаевичем, переписывался с Максимом Горьким. Вот открытка есть, вот его письмо Максиму Горькому. И причем именно по деятельности города, вот по развитию города он пишет. Мы обгоним все столицы. Конечно, не сравнить с Москвой и Петербургом, но в процентном отношении у нас, он же пишет, там телефон есть, телеграф есть, и мы планируем выпустить газету городскую. Вот, отчитывается, так гордясь, Максиму Горькому. Вот. И этот человек, вот, тоже был гласным городской думы, кстати. Он основал, один из основателей клуба взаимопомощи приказчиков здесь, в городе Якутске. Это прообраз профсоюза. Именно приказчиков, тех, кто работал по найму, вот этот союз
в себя вобрал, и они поддерживали друг друга. Причем политические, еще у них какие-то политические эти были, требования были. Они основали также первый театр здесь, в городе Якутске, любительский. Якутск был маленьким заштатным городом, население прямо тянулось к культуре, к образованию. В городе одним из самых популярных мест был книжный магазин. Купец Григорий Игумнов открыл в самом центре города книготорговлю. Он знал запросы горожан, выписывал по всей России необходимое, поставлял книги и газеты всем библиотекам, учебным заведениям. Революционные события в царской России привели к тому, что деятельность городской думы продолжалась до 1919 года. После она была ликвидирована. После установления советской власти в 1921 году был организован Совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. С этого времени право голосовать получили все горожане. Вот очень интересный факт. Аюнский Платон Алексеевич тоже был председателем Якутского городского совета рабочих депутатов и одновременно председателем ЦИК. Короткий срок совмещал два поста. Нужно отметить, что в советские годы на орган городского управления большое влияние оказывали партийные органы. Несколько раз Совет народных депутатов города Якутска переименовывался. Практически структура Совета народных депутатов города Якутска не менялась до 2002 года. В 90-е годы было образовано городское собрание, выборное, да, вместо горсовета, такой орган появился. А в 2002 году был референдум общегородской, и по этому референдуму было решено переход на местное самоуправление. Город Якутск переходит на местное самоуправление, все за это проголосовали. И городское собрание депутатов после этого переименовалось, получило свое историческое название Якутская городская дума.